приоритетным дорожное строительство в Малгобекском районе стало особенно за последние 3 года. Транспортную инфраструктуру на некоторых участках просто создавали заново. Приоритетным стал капитальный ремонт дороги Зязика-Вюрт-Горогорск. Трасса Зязика-Вюрт-Горогорск больше 20 лет нуждалась в капитальном ремонте. Важность этого объекта обусловлена тем, что он связывает сразу несколько населенных пунктов. В 2021 году, благодаря поручению главы республики Махмуда Али Калиматова, здесь началась масштабная реконструкция. То, что было здесь до этого, и дорогой назвать было трудно. Потрескавшийся асфальт, бесконечные ямы, трасса длиной в 16 километров создавала огромные неудобства автолюбителям, да и жителям в целом. За 20 лет здесь проводились только мелкие дорожные ремонты. Ситуацию в корне изменила масштабная реконструкция. Здесь полностью выровняли и укрепили основание в 2 слоя по 9 сантиметров, уложили асфальт, а также так называемую дорожную одежду в 3 слоя по 20 сантиметров. Укрепили обочину, установили дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждения и не только. Тротуары в пределах 6 километров, знаки новые, полностью менялось полотно, 3 слоя асфальт, установлены 12 автобусных остановок, разметка. Все необходимые работы на этой дороге были сделаны, и в конце года дорога была введена в эксплуатацию. Ход реконструкции дороги Зязика-Вюрт-Горогорск до конца строительства был под личным контролем главы республики Махмуда Али Калиматова. Руководитель региона дал поручение провести все работы качественно и в срок. Ровную и безопасную дорогу оценили автолюбители и жители Малгобекского района. Çoğun pargatı, ne atolar, mengaş, kalnaha, bir işte ne kıyırsı bejda heba metigi. Çoğu yazdık toğuna, yurt mal vasıgı barkılya, yok paçaha, şima vasıgı ol kakamal heygal şu. Doknakım ya oz, ne dikim bulap, şerim bulap, sветофор, şimal da hem sakka avari mahalçoz, dohul nahrazı boş, şam boş bu kınık. Стратегической необходимой стала реконструкция автодороги Назрань-Малгобек-Нижний Курт-Терек. Дорожная артерия связывает наш регион с Кабардино-Балкарской республикой с 2019 по 2021 год. Здесь проведен масштабный капитальный ремонт на 23 километрах трассы. На всей протяженности нанесли разметку из термопластика, дорожные знаки современные, устойчивые под любые капризы погоды, фонарные столбы. Здесь наш глава делал большой акцент на эту дорогу, давал команды нам завершить работы по реконструкции этой дороги. Сам не один раз выезжал сюда, все время проверял работу, как проводится работа здесь. 3-й категории, ширина полотна этой дороги 15 метров, трехслойное основание по 20 сантиметров, 60 сантиметров. И ширина асфальтового покрытия 9 метров. Тоже трехслойный асфальт, 2 слоя по 8 сантиметров и верхний мелкозернистый 5 сантиметров, 21 сантиметр асфальт. Здесь не только проведена колоссальная работа по обновлению дорожного покрытия. Раньше на этом участке часто происходили аварии, и этот вопрос в рамках капитального ремонта решили. Раньше был у нас такой неудобный треугольник, очень неудобный. Часто бывали ДТП, очень много было жалоб. Потом уже, когда составляли проектную документацию, мы разработали здесь такой проект, чтобы было круговое движение очень удобное для водителей. Сейчас вы увидите здесь 2-3 полосы. То есть, если машина делает поворот на кругу, она уже на своей полосе, вторая может выехать на вторую полосу и продолжать движение. То есть, удобно людям. И уже 2 года здесь, машалла, не было никакого ДТП, и люди удобно ездят и благодарны. Особый акцент глава республики в рамках своих поручений делает на отдаленные села. В 2019 году жители Вежириюрта обратились к главе с просьбой построить им дорогу. 20 июля он говорит, мы закончим эту дорогу. Это принципиальная вещь. Да, 100%. Сказано, сделано. Впервые за все время существования этого населенного пункта здесь появилась отвечающая всем государственным стандартам дорога. Вы помните, в 2020 году было поручение главы, он туда ездил, общался с жителями, как только приехал оттуда, сказал, что там большие неудобства люди испытывают, и немедленно уложить там дорогу. И за 3 месяца 12 километров дороги были отремонтированы.
Всего за 3 года в Малгобекском районе и в Малгобеке провели реконструкцию и ремонт 60 километров дорог и улиц. В ближайшие дни начнется работа по капитальному ремонту дороги Малгобек-Сагапши. А сегодня в городе начата реконструкция улицы Херсонская. Все мы помним здесь, сколько было просьб. И 2 недели назад сюда выехал глава, пообщался с жителями и дал команду, прямое поручение в ближайшее время быстро отремонтировать эту улицу. И 1 числа уже здесь начаты работы. Здесь ширина полотна асфальтового покрытия 14 метров, 4 километра бордюрного камня, асфальт, разметка, знаки. Ну, все необходимые работы здесь будут проведены. И до конца сентября работы будут завершены на этой дороге. Все строительные работы по капитальному ремонту проводятся благодаря помощи федерального центра и в рамках поручений главы Ингушетии. Наша республика по качеству и темпам строительства и в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на первом месте. 3 года мы были в лидерах, наша республика. Были в лучшей десятке, в прошлом году были вторыми, и в этом году вышли на 1 место. Всего было 12 объектов. Все объекты были досрочно завершены, полностью кассовое освоение. Качественные автомобильные дороги не только позволяют ездить с удобством, но и призваны также сократить аварийность. Ингуш-Автодор просит жителей не нарушать правила дорожного движения. Мы же видим, что каждый год дороги ремонтируются, реконструируются, приводятся в порядок. Учитывая это, мы даже обязаны ездить, соблюдать правила. Наша территория, наша республика всего протяженностью 100 километров. От этой скорости мы можем сэкономить там 5 минут, а рискуем жизнью, и своей жизнью, и чужими жизнями. Пожалуйста, соблюдайте правила. Планы большие. Важно, чтобы каждый километр ингушской дороги отвечал всем государственным стандартам. Этому направлению и руководство региона уделяет большое внимание. Рина Сычуева, Ахмед Горбаков. Новости 24.